2004 году был заключен договор лизинга между Туймадой лизинг и Якутским хлебокомбинатом. Сумма контракта составила 819 тысяч не долларов, а евро. Даже и плюс евро. 12% за услуги лизингодателей. То есть это услуги Туймады лизинга. Вот. Общий объем где-то 33 миллиона в рублях, если посчитать, да? 12 лет, даже не 12 получается, где-то 13 лет оборудование работало исправно в принципе, да, иногда становилось на ремонт, но ежегодно это направление в Якутском хлебокомбинате приносило убытки. То есть вот это направление планово-убыточное. В целом за все года это порядка 120-150 миллионов. То есть вот вы представляете, за 30 миллионов купили, за 33 миллиона купили, 150 миллионов убытков за вот эти вот годы. И все эти убытки, они закрывались как раз таки за счет других видов деятельности в хлебокомбинате. Исходя вот из всего этого было принято решение о продаже, о включении в реестр непрофильных активов. То есть процесс продажи в любом государственном предприятии, пусть не думают, что это один там человек взял, подписал, это тоже определенный процесс. Конечно. Был включен в реестр непрофильных активов в связи с тем, что это оборудование убыточное, и это не основное направление Якутского хлебокомбината. Это было включено в реестр в 2017 году. Ваш период? Да, мой период. И все, а вы согласовывали с МИЗО? Конечно, конечно. Это совет директоров согласовывает реестр непрофильных активов. Далее было оценено оборудование. Далее было продано на конкурсе. На аукционной основе. То есть и в итоге кто приобрел, за сколько? Приобрели татарская фирма, правильно вы там говорили. Спасибо. Татарская фирма за почти 12 миллионов рублей. То есть... оно же эксплуатировалось, Оно эксплуатировалось 13 лет. Срок амортизационный весь вышел. Практически, если взять по балансу, оно стоило вообще там, уже срок амортизационный вышел. Вот. То есть и за 13, то есть получается миллионов, меньше чем за полцены. Коллеги, еще раз говорю, 13 лет оборудование эксплуатировалось. Для того, чтобы оно дальше работало, мы сделали тоже дефектную ведомость. Нужно было вложить тоже несколько миллионов. И был выбор, либо вкладывать в то, что ежегодно приносит убытки, либо все-таки уйти от этого направления. А почему все-таки убытки были-то? Линия у вас работала. Вы там планировали стать лидерами на Дальнем Востоке по макаронным изделиям. 60 рублей себестоимость, 40 рублей продажная цена. В целом, в 2016 году, когда мы оценивали, макароны на рынке города Якутска от 35 рублей стоили. Мы поставляли на севера, мы заходили в контракты, которые выставлял Якутопторг. Мы там еще цену снижали, чтобы лишь бы хотя бы объемы продать. Общий объем производства ежегодно не превышал 1000 тонн. Хотя оборудование, его производственная мощность 2100 тонн. Но чем больше производишь, тем больше фактически убыток. Потому что основная цена в себестоимости, то есть основные затраты в себестоимости, это сырье. Вот, то есть, соответственно, мы не могли выйти на рентабельность, и, соответственно, было принято решение о продаже данного оборудования. Но оно, получается, еще несколько лет, периодами же простаивало, оно не на полную же катушку работало все эти когда мы пришли вообще в хлебокомбинат, нет, почему? Оно ежегодно работало, только производило в какой-то год 400 тонн, в какой-то там 500, 600, максимум, я говорю, вот до 1000 тонн доходило, но не выше. Вообще, в идеале, чтобы выйти на рентабельность, нужно было два момента выполнить. Это выйти на производственную мощность 2100 тонн и увеличить цену. Но увеличить цену на рынке невозможно. Макароны, они со сроком годности 2 года. Соответственно, мы понимаем, что этот товар, он легко завозится извне. Это не хлебобулочные изделия, которые требуют ежедневного практически потребления. А как называется вот эта компания из Казани? Не помните? Я не помню компанию, но это Татарстан. Сейчас, наверное, выпускают там на полную мощность, работает, наверное, комплекс. Поймите, там и сырьевая база по-другому складывается, соответственно, и себестоимость другая. У них ниже, конечно, получается, да? Я не считал. А вот это оборудование, когда приобретали, его же доставить, там, техническую настройку сделать как-то... Нет, это все входило в стоимость, и монтаж, и пусконаладка, и все входило в эту стоимость. Вот которая покупная, вы сказали еще раз, 800? 819 тысяч евро. Спасибо.